Статыстыка сведчыць, што расійская эканоміка нібыта трымаецца, але тэмпы значна змяніліся. І што там увогуле адбываецца зараз? Да, российской экономикой. Темпы снизились. Белорусы отчитались, что у нас вроде бы неплохо по ВВП сложилось. Мы выросли на 0,2%, а российская экономика упала. 0,2%? Да, у нас положительный рост, а у них отрицательный рост. Ну, на самом деле, это все коля-ноля. Это сегодня мы, завтра они. Да, это вот очень легко поменяться местами. Чекай. Давай все-таки поможем глядачам не путаться в понятиях. Адмоўны рост. Это что такое? Як это? Як это расти можно у іншы бок? Это робятся горы, но не так... Что? Ну, объемы снижаются, да. Вот иногда объемы снижаются, но мы же слово «снижаются» не используем, да. Все... рост. Да, поэтому... Альтернативный ноль. Альтернативный ноль, да. Как Лукашенко лучше всего сказал про НПЗ российские, это же они в какое-то ненормальное состояние пришли, да. Ну, вот мы же не можем сказать, что их разбомбили, да. А это одна из причин отрицательного роста в Российской Федерации, потому что только Россия думала, что мы сейчас на выросшей нефти хоть немножко заработаем, да, там у нас Армузский пролив перекрыли, и мы сможем что-то продавать дороже. Ну, а тут выяснилось, что продавать нечего, потому что до четверти нефтепереработки оказалась в ненормальном состоянии, как сказал Лукашенко. Ну, то есть просто... Санкції працюють, українські удари працюють, усе працює супроть російської економіки. Але здавалося, у 23-24, вот ми со Светой так само це зауважили, у Росії быццам би було б, ой, ну клас, на самой справе, ви що там, війна війною, а економіка росте, да санкції нам, значить, ми не зауважаємо, у нас же є Китай, у нас же є Індія, а зараз как бы просели. И отримається, не адаптовалася, не холера. Это как с той курицей, которая без головы еще какое-то время бегает. Да? Вы должны оценивать потенциал, а не то, что в моменте она лапками перебирает. Да? Есть санкции, есть фантастические бюджетные расходы, которые экономика России просто не может вынести долго. Да? Это все помнят фантастические выплаты погибшим российским солдатам и те, кого зазывали на контракты. Да? Ну, соправда, вот уже по Ульяновской области в 20 раз снизили в начале выплаты за погибших. Да? 20 раз? С миллиона в начале до 500 тысяч, а сейчас уже до 50 тысяч. Да? Ну, то есть вначале начали экономить на... Все, региональная девальвация життя россиянина. Региональная экономика не выдерживает таких бюджетных расходов. Да? Если вначале не хватает на мертвых, потом не хватает на то, чтобы платить за заключение контракта, а потом мы такие, слушай, мы еще автобусы хотели покупать. Какие автобусы? Зачем нам автобусы? Ну, тут не до автобусов сейчас. Да? То есть бюджетные расходы просто не выдерживают той нагрузки, которую вот взяли на себя. Да? Отчувание, что скоро и на гробы не будет хапать. Ну, так вот с этого начинают, да, вначале на мертвых. Вот Татарстан уже сказал, что у них выплаты были фантастические за заключение контракта. 3 миллиона российских рублей. Для региона это фантастическая сумма. Ну, все, уже 800 тысяч, да, совершенно внезапно. Все, бюджетные деньги заканчиваются. Вначале на солдат, потом почти сразу на технику, и вот уже наше машиностроение имеет проблемы. И сельхозмашиностроение, и вообще весь гражданский сектор машиностроения. Просто потому, что бюджетные деньги закончились. А ці можа у расійскай эканоміцы адбыцца нейкі эканамічны цуд? Вот мы верим в цуды. Ну, как бы теоретически что-то может случиться, да, но на всякий белый лебедь тут находится черный лебедь, да, потому что про нефть только они успели сказать, что, ребята, вот там выросло все, да, уже там не 30, уже вот 70 долларов за баррель, а нет, не получается, да, слишком много факторов неопределенности, и в лучшем случае можно компенсировать этого черного лебедя, сделав его там, ну, там, серым, приятно серым. Я тут так сказал, что типа я верю в цуды. Я, конечно, верю в цуды, але я не верю, что нечто доброе будет с российской экономикой. И в сувязі з гэтым мяне ёсць занепакоенасць. А что ж будет с белорусской экономикой? Потому что, ну, как бы там живут шмат людей, якія нам патрэбны, якіх мы любим. То с белорусской экономикой так звязанной с Россией. Что будет? Ну, в лучшем случае... опять вырулить?
Слушайте, ну, смотря что считать за вырули. Да, мы вот выруливаем 30 лет, а потом оказывается, что мы больше чем вдвое отстали от Польши, да. Ну, в целом мы вырулили, да, никто не скажет, что мы прям утонули, да. В этом, собственно, особенности экономического роста, да. Ты на себе их очень хорошо чувствуешь, когда в плюс, а в минус ты долгое время не чувствуешь, а потом в какой-то момент просыпаешься и понимаешь, что почему-то ты вдвое беднее, чем твой сосед через границу. А где да? мои шнурки? Их продали. Ну, да. Купить корм собачку. Как-то так. Ну, слухай, я, до речі, от, весь час здивляюся тому нейкому наївному фону такому, який завсюди існує ось у коментаторів, які коментують не ти, коментують економіку білоруську, не ведаючи глибин. Звичайно, говорять росіяни, ой, Лукашенко 30 років викручився. А я так і думаю, що він там де викручився? Кілька разів було у нас девальвація, рази 3 чи 4. По сутності був технічний дефолт. Тому на самой справе економіка Білорусі вже некілька разів обнулялася, і коли Лукашенко і викручується, ну я не ведаю, може бути просто падає кожен раз розним боком у ту ж саму грязь. Да? Але ось ми бачимо усі прикмети хуткої стагнації, хуткого нейкого колапсу, хуткого нейкого кризису. Ось курс долара себе поводить диким чином странно. Здається, повинен долар дорожать, а он дешевее. Что отбывается? Ну, он дешевел, это значит, сейчас треба он уже куплять, снова пока дорожает. дешевле. Снова растет, так? Ну, смотря в чем вы собираетесь расходовать на самом деле. У гречцы. Вот. Тогда покупаете то, в чем будете тратить на самом деле, потому что пока вы будете бегать туда-сюда и тратить на конвертацию, вы с большой вероятностью потеряете. Но, смотрите, шансы, что доллару дадут сильно упасть в Беларуси и в России, очень невелики, просто потому что это исключительно невыгодно экспортерам. А экспортеры – это наполнение бюджета, который и так трещит по швам, потому что гробовые, потому что выплаты контрактникам, потому что в России нет заказов на нашу белорусскую продукцию, и поэтому, в общем-то, и белорусский, и российский бюджет, они под большим напряжением. Поэтому доллар должен быть достаточно высоким. Але ж ён падае ў Беларусі. Нет, зараз расце, по-моему. Да, уже растет несколько уже расце, торгов, да. Просто я кожен раз, коли чую, що долар як би дешевее, ну, у пераліку на беларускі рубль, я собі думаю, так, цікава, што будуць рабіць экспарцёры? Тому ты прадаеш за валюту, капотым што купіць? Типа ресурсы купіць дешевее? Так у тебе ж все дорожее. Ну, все должно быть сбалансировано, да. Если мы надеемся, что у нас что-то внезапно вырастет как-то само, да, ну, просто вот так доллар взял, там подорожал, и наш экспорт снова колосится, и наш бюджет снова наполняется, и мы снова можем тратить, значит, на мертвые души, на живые души или еще на что-то. Ну, нет, на самом деле Беларусь идет к стагнации, Россия идет к мобилизации. Это если так совсем в двух словах. А вось у якіх сферах беларускай эканомікі ў першую чаргу будуць відаць наступствы гэтай расійскага стагнацыі, крызісу расійскай І эканомікі? може ти маєш навіть там Может, кірунок, термины, дати, терміни, сферы? калі. Слушай, на самом деле конкретные. это все уже происходит, и первым об этом публично сказал сам Лукашенко чуть больше года назад. Да, это машиностроение, и сельхозмашиностроение, и автомобилестроение. Им сложно, потому что Россия не может покупать в тех объемах, которых надо, а все остальные попытки продать это куда-то еще слишком большое плечо, слишком сложная логистика, нету сервисного обслуживания. Ну, в общем, в итоге, если мы что-то и продаем за пределы нашего традиционного вот этого ареала экспорта, это получается в основном сырьевые товары. И это тоже это низкая добавленная стоимость. Вы можете в Китай торф продавать очень долго, но это большие объемы нужны, чтобы хоть что-то этим заработать. Да? Ну, вы же не захотели экспортировать услуги айтишников, к примеру, да? Ну, просто потому что айтишники очень неприятные люди, да, от них неправильные вопросы и плохие результаты голосования на выборах. Поэтому мы будем продавать в Китай торф, потому что торф никакого нет, значит, позиции по выборам, но добавленная стоимость сильно меньше, и продать торфа надо гораздо больше, чем нужно Китаю и чем может Беларусь. Ось ты экономист, не политолог, и не могу все равно запытаться у тебе про гэтыя спробы пазбавіцца санкцый. Як думаешь, наколькі гэта рэальна у цяперашняй палітычнай сітуацыі, што Лукашенко з дапамогай там сваіх сяброў у Вашынгтоне ці дзе там вось все-таки
пераканае Літву, Польшу і Украіну прапусціць беларускі калій. Понимаешь, дело в том, что Лукашенко поможет. это не спасет, да? Это вот как нам в школе говорили, все там, вот ты сейчас сдаешь экзамен, это на всю жизнь, вот этот результат, да. На самом деле все можно переделать, переиграть еще много раз, ничего нет окончательного, да. Лукашенко, кажется, столько раз уже ставили к стенке, когда, ну все, да, ну все. Ему никто не верит, ему никто... Все равно у него появлялся еще один шанс, и он его благополучно опять делал с ним то, что делал со всеми шансами. Вот и этот шанс у него есть, но что-то мне кажется, что он не воспользуется им, потому что уже сейчас его американские друзья, которые за него вписываются сейчас публично перед Друзья, вот партнерами... Ну, слушай, давай, мы играем эту роль, да, мы ждем своих людей, поэтому друзья будут. Пока да. Да. Ну, он сейчас им портит фактически эту картину, потому что та же Литва могла бы сказать, слушайте, ну, людей выпускает, не ест больше, да, вот, ну, может, действительно, давайте это обсудим, да. И тут же в Литве слышат все эти новости про обыски, допросы, аресты и все такое, да. Ну, чем вам Хлестов вот помешал, да? Ну вот не было бы этого фона, да. И подумали, может, действительно людоед перевоспитался, может, действительно, слушай, ну, транзит нам действительно выгоден, а деньги действительно мы там в фонд Украины что-то, ну вот. Оля, я нагадаю, што Оля таксама у мінулым палітвязанка, і для яе, канешне, гэта балючая, для цябе это балючая тэма, трыгерная. Я прямо зацапіў, прямо убачыў твой боль, Олечка. Вось, але мы разам з табой будзем чакаць усіх нашых на волі, і нават калі дзеля гэтага там здымуць трохі санкцыі, хай здымаюць, слухай, але праўда. Добра, а мы спрагназуем, вось, а што чакаць ужо, што? Гэтым летам, так, у беларускай эканоміцы. А замедление меньше процента, рост меньше процента, так и пойдем вот так вот. Как там это дорожники любят говорить, с переходом через ноль. Да? Когда то чуть-чуть в минус, то чуть-чуть в плюс, но без... Ты заўважыш, вось, вот, лимон взяў за лето, стаў на 1% меньше. Што простаму чалавеку ад гэтага, як мы заўважым гэтыя наступствы у жыцці звычайным? Ну, замедлится рост доходов, к примеру, да, он будет, но вот инфляция где-то может ускориться немножко, ну, вот как-то так, что-то, может быть, просядет по привычным товарам. Ну, опять, это если ничего плохого не случится, да. Резко плохого такого. Ну, прям да. Потому что, когда наши белорусские власти сейчас говорят о лебедях, почему-то все упоминают черных лебедей, да, и Турчин об этом говорил, и другие. Вообще-то есть и белые, но на это они вообще не рассчитывают. Я так понимаю, что этого сценария фактически нет, потому что непонятно, невозможно даже теоретически описать, что должно случиться, чтобы это прям вот хорошо стало, да? Ну, исчезла Россия. Ну, вот это прям сразу... Это провели линию демаркационную по усходней мяжи. Ну, как-то так, да, потому что сейчас, ну, действительно, российская экономика тонет, и нас